Коми наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а в Инте – рост. По данным правоохранительных органов, в этом году увеличилось количество аварий с телесными повреждениями. Погибли 2 человека. Автоинспекторы напоминают интинцам о правилах дорожного движения. В Инту пришла зима. Кто-то скажет, что поздновато в этом году, а для водителей первый снег, наледь и заносы на дорогах почти всегда неожиданны. В первую очередь, в связи с зимним периодом, естественно, первоначально нужно переобуть свои автомобили на зимние шины. Кто этого не сделал по каким-либо иным причинам, желательно сделать, переобуть, потому что дорога действительно скользкая. По правилам дорожного движения, зимняя резина в обязательном порядке должна быть установлена на автомобилях с 1 декабря. Но погоде ПДД не указ. И, как показывает практика, резкая смена погодных условий несет наибольшую опасность для дорожной обстановки. Основные ошибки водителей в зимний период, это можно назвать, наверное, 3 ошибки таких самых крупных. Это не соблюдение скоростного режима, не соблюдение дистанции и не берут во внимание метеорологические условия, естественно, дорожное покрытие. Специалисты ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. И уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря, установить зимнюю резину. Не стоит допускать резких маневров, торможений и, конечно, превышать скоростной режим. Пешеходам же указывают на то, что необходимо пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Торопиться не стоит. Лучше лишний раз посмотреть по сторонам, убедиться, что водители останавливаются и пропускают. Переходя по пешеходному переходу, обязательно пешеходам нужно убедиться, что их пропускают. Это основной фактор. Увидьте, посмотрели, машина начала останавливаться, далее могут уже переходить. Не нужно бежать, сломя голову, потому что сейчас дорога скользкая, машину сразу не остановить. С наступлением зимы день становится короче, темнеет рано и очень быстро, и значительно ухудшается видимость. Поэтому в сумерках и темноте стоит быть особенно внимательными. Сейчас, уже у нас рано темнеет. Водители в случае выезда за город, особенно на неосвещенных участках дороги, в случае остановились, либо поломалась машина, обязательно включайте знак, выставляйте знак аварийной остановки и включайте аварийную сигнализацию. Дополнительно к этому, выходя из автомобиля, желательно, конечно, одевать еще светоотражающие жилеты. Они лишними не будут, нужно показать, водителя должны видеть другие водители, другие участники движения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Чтобы уберечь свое чадо от беды, рекомендуется использовать светлую и яркую одежду. И лучше всего со светоотражающими элементами, всевозможными нашивками и вставками на одежду и портфели, браслеты, значки и брелоки. Рекомендация родителям, конечно, даже просьба, наверное, все-таки установить светоотражающие элементы детям. Куда-то на куртке, на рюкзаки. Это желательно, лишним оно бы не было точно. По данным ГИБДД, за 9 месяцев текущего года на территории Республики Коми наблюдалось снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 17,5%. С 573 случаев до 473. Числа погибших на 41%, с 46 человек до 27. И числа пострадавших на 19,8%, с 767 до 615. Люди бывают, и причем я хочу сказать, не только люди, у нас есть и водители, которые нарушают действительно, то ли люди не привыкли еще к тому, что у нас светофоры работают в другом ритме. Бывают и водители нарушают, ездят на красный свет, также и пешеходы перебегают, переходят с угла на угол, переходят. В принципе, просто нужно быть внимательным, как водителям, так же и пешеходам, потому что человеческая жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Снижение количества ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, за 9 месяцев в регионе зарегистрировано 97 таких аварий, почти на 22% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К сожалению, по Инте отмечается рост, пусть и небольшой – 7 ДТП за 3 квартала этого года против 5 ДТП прошлого. В целях профилактики аварийности с участием нетрезвых водителей, пресечения фактов управления автотранспортными средствами водителями в состоянии опьянения на территории Инты с 29 по 30 октября будут проведены профилактические мероприятия по проверке водителей.